Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапур или же погалами юлташлактин дандане Эльвира Америка гичен. Я решила записать видео, пока есть у нас время между выгрузкой и загрузкой. Давным-давно, теперь, наверное, уже 30 лет прошло, я жила в одном из городов Российской Федерации. Моя работа была связана встречами с людьми. Рабочий день был ненормированный. По долгу работы мне приходилось встречаться с совершенно разными людьми. Это были и мужчины, и женщины, причем разных возрастов. Приходилось встречаться и с директорами фабрик или же таких учреждений, ну и простыми людьми, которые делали совсем простую работу. Мне эта работа очень сильно нравилась, потому что я получала огромное удовольствие от общения с людьми. Среди моих клиентов была такая одна бабушка Люба. И бабушка Люба, как и все остальные клиенты, они иногда рассказывали какие-то истории, связанные из их жизни, и причем рассказывали очень все открыто, как самому доброму другу. Эта бабушка Люба была настолько мудра, и мне она запомнилась несколькими своими высказываниями, как, например, помню, как ее дочка купила на рынке грибы, и когда начала есть эти грибы, дочь ее нашла в грибах червячки маленькие. И дочь сказала: фу, червяки. И бабушка Люба ей сказала, говорит: не бойся есть червяков, бойся, когда червяки тебя будут есть. Это мне очень надолго запомнилось. А еще она говорила своему внуку, который частенько приходил и начинал там шарить по кухонным шкафам. Она так говорила, что я сама была свидетельницей один раз. Она посмотрела, как он там смотрит, ищет чего-то, и она говорит ему: говорит, ты что ищешь, говорит, куда не клал? Так вот, бабушка Люба мне рассказала историю очень такую, с одной стороны, и смешную, но с другой стороны, несколько такая грустная. Дочь решила женить своего сына, вот этого внука. Все детали я, конечно, не знаю, теперь уже не помню, но из рассказа бабушки Любы было понятно, что, похоже, ее дочь особо и не посоветовалась с сыном. Вот она так решила, и все. И когда... И не просто она решила женить его, а решила женить его на дочери своей подруги. Но я так думаю, что все равно она спросила сына, и, похоже, тот согласился. Решили сделать вечеринку по случаю сватовства. Собрались, значит, родственники и с этой стороны, и с другой стороны. И, естественно, у бабушки Любы дочь, она работала в райпотребсоюзе, и дело было в конце 80-х. У нее была хорошая работа, и, естественно, она смогла обеспечивать свою семью всем необходимым, то есть и хорошей едой, и хорошей выпивкой. Так вот, собрались, значит, на вечеринку по случаю сватовства. Гости собрались и с этой стороны, и с другой стороны, со стороны невесты, со стороны жениха. И тут, говорит, моя, говорит, дочь подходит к сыну и говорит, говорит, ну все, типа того, что тебе, в общем, вот тебе, говорит, кольцо, и тебе уже пора делать предложение невесте. Да, конечно, сейчас, говорит, минуточку, говорит, сейчас пойду, говорит, покурю, я приду и, говорит, и сделаю предложение. Он ушел на улицу курить,
проходит минут 15, жениха нет. Мама тут, дочь у бабы Любы, она забеспокоилась, говорит, где же мой жених, где наш жених? Кто-то там пошел искать жениха на улицу, через 15 минут приходит, говорит, я его не нашел. В общем, прошли еще полчаса, уже, в общем, час прошел, жениха нет. И в итоге, в общем, народ начинает понимать, что сватовства не будет сегодня. Тут народ замешкался, и невеста с ее мамой говорит, ну все, мы уходим. В общем-то, с некоторым таким скандалом невеста со своей мамой и все родственники, они ушли. А жених так и не появился. В этот день, говорит, жених появился только, говорит, на следующий день. И причем, говорит, ну, конечно, говорит, моя дочь, говорит, была очень злая на сына своего. По сути дела, то, что он сбежал из сватовства, с вечеринки. И на следующий день он пришел только, говорит, в 6 часов вечера. Причем, говорит, пришел и говорит, а что? Все гости уже ушли, что ли? Вот такая вот история, она несколько грустная и несколько смешная. Через некоторое время я этого парня встретила, и мы с ним обмолвились. Он говорит, ну что вы так давно уже не приходили, наверное, уже бабушка моя заскучалась. Я говорю, кстати, насчет бабушки. И я говорю, вы очень плохо обошлись с девушкой. И я ему напомнила эту историю. Он говорит, о, бабушка, говорит, успела нажаловаться. А он мне говорит, а меня вообще-то, говорит, никто не спросил. Хочу я на ней, говорит, жениться, не хочу я на ней жениться. Вообще, говорит, меня кто-нибудь, говорит, спросил, она мне нравится, хочу я быть с ней, создавать семью, говорит, или нет. Я говорю, ну, неужели вот такого разговора не было? Говорит, нет, не было. Она, говорит, мне сказала, и как обычно, говорит, как вот ты типа того, что женишься, и женишься только вот на этой девушке. Но я, говорит, знала о том, что, говорит, будет хорошая еда, хорошая выпивка, и поэтому, говорит, только из-за еды и выпивки, говорит, согласился. Я говорю, какой ты эгоист, так плохо поступила. Разорвала дружественные отношения между двух подруг. А он мне еще говорит, а я что, против, что ли? Пусть, говорит, они там могли вообще жениться без меня, а то, говорит, решили без меня, говорит, меня женить. Говорит, моя жизнь, говорит, я вправе, говорит, распоряжаться своей жизнью так, как я хочу. Эта история, она как бы вызвала у меня и улыбку, но в то же время заставила меня подумать очень о многом. Вторая история, это уже произошла здесь, в Америке. Одна моя такая хорошая семья, я их уже давно знаю, и я скажу, что семья не очень-то и богатая, но и не бедная. Есть у них такой маленький бизнес, и есть у них хороший дом. А семья, значит, состояла на тот момент из мужа, жены и единственного сына. Естественно, этого сына лелеяли как могли, потому что он был единственным. Его баловали. И похоже, что дисциплиной там не занимались. Ребенку давали возможность делать абсолютно все, что ему хотелось. Если даже он там неправильно себя вел, мама не наказывала его, даже не разговаривала с ним, что так вот делать нехорошо. Все, что, говорит, все наказание как бы было, вся дисциплина сходила только в том, что иди в свою комнату и сиди там. Все, больше ничего.
В итоге этот мальчик, он перестал ходить в школу где-то, наверное, 6 класса. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В общем, он вообще в школу не ходил. Все, чем он занимался, только вот играл дома вот в компьютерные игры. И в итоге он вырос таким, знаете, потребителем. Очень многие родственники винили, в общем-то, маму в том, что вот он такой вот вырос, и школьного образования у него нет, и он не научился работать, а ему уже в общем-то, за 20, и, естественно, возраст берет свое. В итоге настолько мальчик стал испорченным, что он и начал и пить, и курить, и там, в общем-то, и наркотики были связаны. Как-то и вел он себя очень плохо по отношению к родственникам, к отцу и к матери. Там, в общем-то, и он стрелял в отца и не попал по счастливой случайности. Бросал нож на свою маму, и, в общем-то, нож через дверь как бы пролетела и зашла в другую комнату. Ну, в общем, мимо матери пролетела. В общем, настолько он попадал, кстати говоря, вызывали полицию, и он попадал в вот эти вот места заключения, но ненадолго его оттуда опять мама вытаскивала, потому что она же его любила, лелеяла, ну как, это единственный сын, и вот так вот. Ну и все родственники всегда говорили им, что это ничем хорошим не закончится. Все, в общем-то, ожидали, что в один прекрасный день будет телефонный звонок, когда родственникам скажут, что там сын убил мать или же там застрелил отца. Но у Господа Бога были свои планы. В один день сын поехал, причем сыну купили абсолютно новую машину. Я вообще иногда настолько поражаюсь вот родительской любви. Как можно так любить ребенка? Это, по сути, даже не любовь, это вредительство. И хуже врага даже не найти, потому что, любя сына или дочь, и вот делаем им все, только портим мы детей. Так вот, в одни выходные сын уехал к своим друзьям. Что там было, никто не знает, но день прошел, 2 прошло, 3 прошло, они забеспокоились, начали звонить, спрашивать, и никто ничего не знает. В конце концов, где-то, наверное, через дня 4 или даже, может быть, 5 пришел полицейский и прямо на работу вызвал отца. Там, в принципе, и мама была, они потому что работали, у них бизнес вместе. И тут, в общем-то, полицейский сказал, что марка машины вашего сына такая? Да. В общем, оказывается, сын был в гостях, они там выпивали, похоже, там они и наркотики употребляли, и он вот в таком вот состоянии он уехал. Похоже, что он ехал очень быстро и не справился он вождением. В общем, въехал прямо в дерево, и машина загорелась. Он, ввиду того, что он был в пьяно-наркотическом состоянии, он был не в состоянии вообще разобраться в ситуации и вылезти из машины. И, в общем, он сгорел прямо вот в этой машине. Полицейский рассказал это отцу. А отец сказал, что я, говорит, не могу все это передать
маме, пусть я вас попрошу вас сказать, что наш сын погиб. Вот такая вот очень и очень грустная история. Проводя вот эту вот связь между двумя историями, что хочу сказать. В первом случае мама тоже очень сильно лелеяла сына. Да так, что даже за него решила вот эти проблемы, женить его. И потому вот в итоге женитьбы не получилось. И я знаю, что он тоже был единственным сыном, и тоже вот мама чертовски очень сильно лелеяла, как и во втором случае. Хотя, знаете, нет разницы, в первом случае это было в России, а во втором случае это в Америке. Факт то, что соединяя вот эти вот истории, я понимаю, насколько мы, родители, матери, любя своих детей, делаем им плохо, когда думаем за них, за детей своих, работаем за них. И тут, наверное, всегда нужно находить золотую середину. Научить нужно и работать, и думать, и анализировать, и давать им возможность сделать ошибки. Пусть будут это их ошибки, но через ошибки мы учимся. И в конце концов, родители ведь тоже это не всегда живут. То есть дети должны научиться жить и делать свои ошибки. Поэтому я очень благодарна своим родителям, особенно маме, что она научила меня такой свободе, она меня не ограничивала, она меня учила, но в то же время она давала мне возможность самой думать, потому что она так и говорила: это твоя жизнь, ты должна сама уметь анализировать и выбирать себе свой собственный путь для того, чтобы быть счастливой. Поэтому я счастлива, что мне не пришлось вырасти, как говорится, тепличным огурцом. Чем больше детей жалеешь, тем они хуже иногда становятся. Их надо учить работать, их надо учить мыслить, их надо учить анализировать. И пусть они живут своей жизнью и будут счастливы. Дорогие мои друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Что-то вы для себя полезное услышали. И кто еще не подписался на мой YouTube канал, пожалуйста, подписывайтесь, распространяйте, оставляйте свои комментарии, свои думы, что вы по этому поводу думаете, или же вам что-то не понравилось. Одним словом, расскажите мне, может быть, подобный случай и в вашей жизни произошел. Всем всего хорошего. Будьте счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Пожалуйста, yoltaşlar, işanen kodam, tendalan ongaile kulıştaştı da kok, ilişkiçkin nalma kok istoриям. İktişla maşa maştaşkın, ikte vesir deçen eşşot огеш ойртымалт. Işanem, что тиде видео иктаж могай пайдам контентендан илышышка, але иктаж могай пайдалы шомакым колынулыда, ки эше возалтын огыл мыйын YouTube каналышкы возалтса, мыйын видеом шарыза, кодыза шки шонымаштам, аралыза шкендам, пагалыза шкендам, лиза тажада пиалан, тендан денелиен Эльвира Америка дичен.